героине нашего фильма, Ветошкиной Нине Михайловне, на начало войны исполнилось 15 лет. Во время войны ей пришлось разносить письма с фронта, зачитывать, писать их за тех, кто был неграмотен, вручать похоронные извещения и вместе с родными погибшего делить горечь утраты. Война не дала ей возможности получить любимую профессию учителя. Но все же ей посчастливилось работать с малышами в детском саду, за что она была награждена почетными грамотами, юбилейными медалями и имеет звание ветеран труда. Нина Михайловна, что вы помните о начале войны? Трудные годы были. Все помогали фронту. 2 мужиков забрали. Куда забрали? Сказали, лагеря. Ну, так и проводили, что лагеря. Через некоторое время сообщили, что война началась. Вот начали один по одному провожаем. Тому повестка придет, провожаем. После стали пожилых всех это провожать. Провожали, потом уж песнями. Маленькие были, значит, 15 лет уж понимали. Вот так тихонько остались только одни старики и женщины. Осталось у нас 4 старика, а 2, они остались, наверное, как это называют, забыла, как вот уродиться. Или они по болезни остались, что ли, председателем один работал, один бригадиром работал. Вот так и жили, проработали. Председатель посевной сам сел, и с ним плохо стало, желудок у его лопнуло. Везли ее дорогой, он не выдержал, умер. И который бригадиром был, того председателем поставили. И вот я в это время уже работала в Письменовской, на 3 деревни по договору носили письма. Старик носил, он отказался, меня поставили. 41 год проработала в Письменовской до 42-го. В 42 году которые лагеря брали, это их рано брали, еще посевной ведь не было. В апреле, наверное, их брали. И вот оставалась жена. Начали ревизии ей делать, у ей растрата получилась. Меня поставили завхозом. Я вот с 42 до 44 года работала завхозом в колхозе. Вот когда я работала в Письменовской, отчим был уже на фронте, всегда письма посылала, конверт бесплатный, листок бумаги. Его поранило, отправили с запада Иркутск. Он нашел листок бумаги, написал письмо, что я раненый, лежу в Иркутске, адрес свой. И нас, как живете, как вы там, пишите письма. И вот с этого письма моя мачеха начала ревновать. Никогда он такие письма не писал. Зачем ты пишешь письмо? Кто тебе он? Меня начала ругать. Я перестала писать. На почте дежурить пришлось. Начальника не было. Меня всегда оставлял близко. Я остальные далеко жили. Я дежурю, в аккурат почту раскрываю, его письмо дяде. Я открыла, прочитала. Он пишет: как она думает жить, зачем письма перестала писать. Я тут же взяла бумаги, написала ему письмо. Вот так. Он не разрешает. Он мне опять написал письмо. Как-нибудь уж терпи до моего приезда. Бабушка, а где ты и с кем жила до начала войны? Мачехой, отчимом 3 года жила. Потом Война началась. Отчима взяли в августе на фронт.
Мама осталась в положении, а первой девочке 3 года было. Кто еще из родственников с вами жили? Никого, мы четвером прожили. А на фронт? На фронт кто-то еще из родственников ушел? На фронт много ушли, и дяди, родственники. Вот материн брат вместе с сыном умерли, не вернулись. И у дедушки 2 сына, у тетки 2 сына, муж погибли, не вернулись. 25-й, 23-й год сыновья были. И это крестный у меня умер. Дядя Гриша, Александр умерли. Не вернулись. Все не вернулись. А вы помните, когда началась война? Как провожали на фронт? Так что там уж поодиночке провожали. В один раз ведь повестки не приходило. Того забирают, потом того забирают. В одиночке провожали. На каком транспорте они уезжали? Ой, на Как лошадях. На лошадях, да. Кроме лошадей, что было еще? На лошадях провожали. Машины, тракторов еще не было. А в какой деревне вы тогда жили? Верхнее Волково, Воложский район. Деревни уж нету. Ну, в те годы деревня была большая, да? 39 домов было. 9 домов. Бабушка, а как ты училась в школе? Без троек хорошо училась. Поступала, экзамены хорошо сдала, педучилище. Поступала и 7 кончила, 7 классов. Нормальные оценки были. А в школе у вас тетради были? Тетрадей не было. Вот хорошо помню, в 5 классе у меня 1 четверки было. 9 четверков на Новый год. Петр Филиппович, руководитель класса был. Давай не нас пляши, меня заставляют вокруг елки. Я стесняюсь. Давай, давай, пляши. И мне 9 тетрадей подарили подарок. Ой, сколь рада была, что я эти тетради получила. Рисунок на странице Пушкиным было. Вот это хорошо я помню. Он жалел, что я сироте, так вот меня подарил тетради. Так видит, наверное. Отец работал председателем колхоза, так журналов много было. Вот я на этих журналах все переписывала, училась. Тетради у вас были, а ручки? Ручки Пером, чернилами писали, чернилами еще писали. Чернила сами делали или покупали? Покупали, порошок покупали, разводили сами. Что вы помните еще из школьной жизни? Наверное, ведь у вас там мероприятия какие-то были. Веселая, наверное, школьная жизнь была. Так школьная-то жизнь весела была, так ой, мы ведь уж работали. Я Помогали, да. 5 класс, ой, 4 кончила, всю лето уж пастушила. Председатель пришел, говорит, что будем делать? Отец умирал, сказал, детдом не отдавай, вырастет, тебе помощница будет. И вот председатель пришел, что будем делать? На поле сама себя прокормить не сможет, давай ее пастушить. Я с мая месяца до сентября все пастушила. Без выходных. 5 класс закончила, нас 3 няней ясли открыли, няней взяли. Главное, заведующая была из Чужьялова, из курсов проводили, послали ее. Вот так мы вчетвером опять няней все лето поработала. Вот и у нас такие веселые времена прошли. 6 закончила, у меня не метрики, ничего нету, поступать надо. Метрики хлопотала, искала, да документы сдавала, у меня лето так и прошло. И вот поступила я в педучилище. Место не попало в общежитие, подставили меня в
съемной квартире, так там что-то, свету не было, ведь в городе Можга еще тоже дубители, да, в этом хлебозаводе, стеклозаводе только свет горел. Лампы-то соляркой, плохо было учиться, готовить негде, сухарей пошлют, масло топленое пошлют, вот самовар поставят, заварю сухарей, масло положу, этим поем и уйду на целый день учиться. Сначала через 2 недели ходили домой с всеми, с подружками, и договариваемся друг с другом встретиться, опять обратно вместе шли. Они не пошли одна, я после школы пошла, у меня ни продуктов, ничего. И вот Ключевку, думаю, мне пока светло надо в лес пройти, бегом бегу. И вот в Ключевке дошла, уже лампы горят, до Токмока дойти, уже редко уж лампы горят. До Березика дошла, там уже ни свету, ничего, темень. Маленько снежок выпало. И вот я заблудилась в своем поле, тут 3 километра, я Шедлуду пошла. Темень, ничего не видно, кружалась, дорогу потеряла. Прихожу домой, вся мокрая, кое-как я, одно цвет мигает, на этот цвет пошла. Думаю, куда-нибудь меня приведет, в иконном дворе свет, фонари там дежурили. Вот в окно мелькало, я на этот цвет пришла, и это к концу деревни вышла. Пришла домой, стучусь мамой, я мачеху мамой звала. Она открыла мне, откуда ты взялась? Вот я рассказываю, такая она мне все сняла, переодела, легла спать. Мама, больше я не пойду учиться, буду я в колхозе работать. И вот с того времени я осталась колхозницей. А после войны началась, из колхоза никого не выпускали, уж так и жили. По первости жили нормально, и мачеха ничего любила меня. Вот дети пошли свои, так тогда начала меня обижать. Во время войны вы были почтальоном. Да, Вы приносили письма. приносила письма. Мгм. Как И- радовались, получив эти письма? Радовались, встречали? хорошие вести, радовались. Плохие ревели, я с ними ревела, жалела их. Похоронные извещения вы тоже Все приносили? Да? пришлось самой читать. Всякие были женщины, которые буквы не знали. И адреса писала, письма писала, помогала им. Хорошо работала меня начальник почты Воворской. Это письмо пустил в ящик, как я убираю из ящика письма. Я не заметила, принесла. Иван Иванович смеется, вот, Нина, говорит, тебя, говорит, это, интересовались, как ты работаешь. Ты, говорит, хорошо работаешь, вот тебе, говорит, за это благодарность дали. Не знаю, сколько денег подарок мне подарили 8 марта. Вот это я помню хорошо. Бабушка, а чем вы помогали фронту? Вязали, помогали, письма писали. Деньгами помогали во время войны. Военный заем был, налоги были, молока платили, носили, яйца, шерсти сдавали. На налоги муку продавали, уже свозили на лошади муку продавать, на налоги платить. На лошадецкую там наберут по это 16 килограмм и продавали на базаре. И записывали, кому отдавали, удерживали потом с трудодня идти. А вязали что вы солдатам? Перчатки или как лишь однополой. Барышки вязали. Носки вязали, Кисеты, наверное, шили, да? кисеты шили круглые, так одевать. Как вы узнали, что закончилась война? И вот бригадирша пришла и рассказала, что война кончилась.
Мы обрадели, что война кончилась. Пировать так тогда некогда было, еще в колхозе работали. Гронбутон праздник дали. Больше-то не этого. А когда узнали, вы были на пашне, да, вы работали? Мы под зяб пахали, наверное, под зябли или этот паровой раньше пахали ведь. Наверное, очень обрадовались, да? Как не обрадовались. Такие трудные времена были. А как солдатов с войны встречали? Да и солдатов мало вернулось. А что-то я двоих только знаю раненых, что у нас в деревне вернулись. Я их так уж встречали, что. Угощали, наверное, солдат чем могли, да? Ну, встретили, угощали. Многие погибли ведь. А из вашей семьи никто не вернулся, да? У меня из семьи-то нет. Очень вернулся раненый. А отчим вернулся, да? Рука была раненая. Он еще жил в колхозе, работал бригадиром. А в деревне, когда День Победы узнали, может, какая-то музыка звучала, какие-то мероприятия проводили? Ой, деревне, какой музыка? Ничего не было. Не было ничего этого, еще да? Нет. Какой же? Песни пели, наверное, без музыки. Песни пели, наверное. Молодежь-то что делать было? Молодежь все равно гуляли в свое время, хоть плохо ли, хорошо ли, все равно на улице играли. Клуба не было. На улице соберемся, было играли. Бабушка, а в какие игры вы играли в детстве? Хороводом играли и друг друга ловили, как я называю. Гуси-лебеди играли. Вот такие игры были у нас. Салки, наверное. Палками. Игрушек никаких в деревне не было. Сами игры придумывали, да? Ага, что-нибудь да. Что-нибудь да придумывали. Малыши-то тоже с вами играли? А все вместе играли. вместе, Все всей вместе деревни, играли. В одно место собирались. Старый, мал, все. На нас старики смотрят, смеются было. Как мы играли. Были ли у вас в деревне военнопленные? Нет, не было. Но вы помните, что они где-то были, да? Да, Мгм. Вы их видели? как видели. Вот во время, после войны ведь это работали, эвакуированные были. На торфу их много ведь работало. И этом на сплаву работали мы. Вербовали на 3 месяца. Ночную смену нас послали, так туда привели этих, ой, таких страшных мужиков. Мы испугались, сбежали оттуда. И после нас не стали, наверное, они начали работать. Доставали мы бревных и раскатывали Какие-то инструменты были эти бревна доставать? ломом. Ломом, просто А, ломом, да? Было это, доставали, ой, как называют. Забыла, вот вспомню, забываю. Какие-нибудь багры, наверное, да? Нет, не бугры, Не было? как называли. Вот, запомню потом, но сейчас не могу, наверное, сдумать. Вытаскивали, а потом мы откатывали. Все это женщины работали, да? Ну, все девчонки, девчонки. женщины куда пойдут от дома. Все мы троем было там вербованы. Вот тоже подружка моя, одноклассница же была. Одна моложе была нас. Вот трое нас вербовали, там работали. На какой реке вы так? Кильмесь Это на жили в Кильмесь. Балме.
В деревне Бауме жили. Бабушка, о чем ты мечтала в детстве? Кем хотела стать? Учителем хотела. Деток хотели учить, да? Да. Так и сама хорошо училась, так, эти У детей? отца учительница была Нина, вот он мне имя дал. И меня хотел учительницей быть, так не пришлось вот учиться мне. Ну, вы по жизни учились всему, Так уж, получается. ага. Жизнь так сложилась, что вы Так учились уж, всему так, чему-то. так уж. Как пришлось, так и пожила. Всякой жизни. А что бы вы молодежи хотели пожелать? Чтобы войны больше не было, чтобы жизнь была хорошая, условия было хорошо, учиться хорошо. Мгм. Мирное небо над головой, да. А дети чтоб какими были? Дети хорошие, у меня дети хорошие, они всегда примерные у меня. Сколько у них уж награды у всех. 10 у меня правнуков. Здорово. И 2 только в школу не ходят, все в школу ходят. 3 в 8 класс нынче пойдут. 1 в педагогическом учится уже. Тут 6 класс, 5 класс 2. Все. И 2 класс. Данил 2 класс идет. Бабушка всех любит, всем помогает, да? Всех любит, всех одинаково люблю. Все они мои крови. Всем одинаково помогаю. Стараюсь, сколь могу, всем могу.